отсюда. На фортик. Так ще. Какая последняя нота? Последняя нота ля диез ми. Нет, в такте. До. Фа. Двойная нота. Двойная. А. Пиши, обводи, потому что ты играешь оба раза одинаковые ноты вместо двойной. Ты не играешь фа диез, даже в медленном темпе. Видимо, заучил уже. Да? И во втором случае тоже. Окей. Вот тут я засомневался, сам себя проверил. Так. Прямо дальше медленно с этого места. Четвертый пальчик найди, а? Какая нота? Какая нота? Фабрика. Что делаем? Что пишем? Пониже, да? Чего? Пониже? Рисуй, рисуй. Пониже? Ой, это сверху выше. Ну да. Потому что не такие. Пальчик тяни. Где она? Во-первых, мне надо быстрее, во-вторых, потише. Начинает фальшиво быть. Ладно, стой. Допустим, ты это понял. Так, что еще по левой руке? Ну, то, что по левой руке еще, это относится к музыке. Верхний голос более отчетливый. Нет, это другое. Значит, весь идет по нижнему голосу. В нижнем голосе мелодия. Ты играешь с одинаковым звуком бас и верхнюю ноту. Это неправильно. Надо играть басы, а верхнюю ноту просто пускай смычок плюхается на верхнюю ноту. Не играй ее. Я понятно выражаюсь? Да, понятно. Я в переносном смысле говорю, не играй. Это что означает? То есть просто басы. То есть тампа, та-тампа, та-тампа. Как-то туда он просто плюхается, падает на верхнюю ноту. Тебя не должно волновать как. Да. Потому что, во-первых, она всегда будет, потому что это верхняя струна. А во-вторых, она нам по музыке не нужна. Понятно? И вот теперь до штриха еще, да, последний момент, который касается здесь музыки. Она очень важна. С самого начала возьми, ну, пожалуйста, немножко побыстрее, только не так, как ты первый раз играл. Да. Значит, это каприз. Что означает? Чем отличается каприз от этюда? Каприз, да, переводит, то есть, типа, жалоба там или... Да, не жалоба, ну, то есть, как, ну, то есть... Ну, капризно. Да, каприз. Ну, это я понимаю, да, нет, как жанр. Да. Что значит это? Жанр. В чем каприз может играться иначе, чем этюд? Ты уже наполовину сам себе ответил. А что ты еще думаешь? Ну, то есть, тут в каждом этюде есть свой штрих и, как бы, способ игры. Ну, то есть, В каждом этюде. ну, в одном этюде одно, во втором типа другое. Это глубокая мысль. И очень интересная. Но я тебя спрашиваю, я тут. Могу еще раз повторить. Да. Чем отличается каприз от этюда? Этюд
как бы технику, да, а капризом как бы музыкальный. А в каприсе можно называть. Здрасте. Здравствуйте. Наш зав. Кафедры струнного отделения О! Иван Матвеевич Афанасенко. Очень Алексей приятно. Николаевич. Очень приятно. Очень приятно. Немножко поприсутствую. Да, конечно. Арсен, там есть? Вот, табуреточку возьми. Табуреточку там сядь. Можно на лестницу сесть? Сесть на лестницу. Я сказал все, что вы говорите. Я понял. Я сделал все, что мог. Я придет другой и сделает лучше. И как истинно английский джентльмен. Одобряю. Я тоже. У меня очень часто такие мысли появляются, когда я общаюсь с кем-то, кто знает, так сказать. Ну, часто бывает очень. Короче говоря, каприз — это, в общем-то, свободная пьеса в художественной форме для инструмента соло. Любого. Скрипка или вообще неважно. Понятно, да? В этюде ты больше скован технологически. В капризе ты более свободен. Ты в капризе можешь себе позволить, они писались с этим расчетом. Как сделать художественную пьесу. Можешь больше сделать рубата. Можешь больше сделать каких-то зависаний. Фермат. Понимаешь? Каких-то отклонений. Много, ну, то, что составляет смысл музыки. Понятно, да? Вот мы сейчас об этом говорим. Вот первый, я просто хочу с тобой разобрать, ну не весь этюд, конечно, это займет у нас часа полтора-два, наверное, если вот так говорить. Несколько первых строчек, чтобы вот понял, о чем идет речь. Ла-та, ти-та-ра, ти-та-ра, ти-та-ра. На месте стоишь. Та-там, папам, та-тим, папам, там. Ла-та, ти-та-ра, ти-та-ра, та. Что произошло по музыке? По музыке, ну, то есть две темы. Какие? Первая, то есть, которая рафа. Давай не по темам, потому что насчет темы здесь как-то, ну тема, конечно, красивая, я понимаю. Та-та-та-та-та, ти-та-та-та-ти. Красиво? Очень. Красивая тема? По-моему, тоже какая-то подозрительная. Вот их не обманешь, они все знают лучше нас всегда. Просто фигурация вот такая. Стоит на месте, та-там, папам, папам, да? Да. Потом она сдвинулась вниз, та-там, папам, папам. А потом мы вернулись к той же. Да. Значит, ты как исполнитель не имеешь права сыграть та-та, па-па-па-па, ти-та-та-та-та-та, па-па, ти-та-та-та-та, ти-та-та-та-та. Понимаешь? Вот наши друзья из, не знаю, бежать, не бежать. Я не буду упоминать Южную Корею, у них все гораздо более совершенно и по-другому. Наши друзья из Японии, из Китая, это оттуда, да? Очень часто вот так вот и играют. Компьютер включил кнопку, нажал и да. пошел. Нет. Знаешь? А вот наши друзья с другого конца мира как бы играют так. Ти-та-ра-та, ти-та-та-та-ра-та-та-ра-та, па-па-па-па-па. Ты вернулся к первой фигурации. Значит, что ты сделал? Как бы подчеркивает, то есть Что? Как это подчеркиваешь? не пауза там, ну, то есть задержаться там, На чем? перед вступлением, ну, то есть перед повтором. Ну, это уже ты так глобально в рамках соната Рахманинова говоришь. Потому что у тебя просто 2 такта этюда только. Понимаешь, да? Да, И что конкретно? Я с тобой согласен. Ты просто как музыкант. Сейчас сказал, нет, я даже сказал бы, ты как теоретик. Понимаешь, исполнительство. Ты сейчас сформулировал то, что я спел. Ну так, по-простому. Ти-там, та-там, па-тин, та-та-ра-та-та, па-па-па-ра-па-па. Я сделал на эту нотку, ты нота. Пишется как черточка. Я на нее вернулся. Да. Да? Ага. Берешь карандашик и пишешь черточку. И это у тебя получается не этюд нашего любимого Давида Ягановича, или как он, Федорович, Поттер. Да, я не помню. Давид. Нет, я насчет отчества задумался. Может, Степанович? Иванович. Наверное, Все Иванович. Петрович. В общем, да. В принципе, да. Уже не этюд получается, понимаешь, да? Ну вот так, пожалуйста. Да, и еще такая вещь, раз уж мы сейчас говорим про левую руку, да, и даже в любом темпе большом, самым быстром, да, у тебя такие вот эти вот нотки, которые мы сейчас отмечаем с тобой черточками, там на них даже бывает, у некоторых успевают, да, одна вибратинка. Там. Давай.
сказал тебе фигурировать. Да, так. Мы с тобой за 4 такта отметили одну ноту только. Вот только на ней. Ты знаешь, в каком темпе играется этот этюд? Знаю. В каком? Быстрым. Олега. Как? Ну, спеть. Спеть? Ну, вот он, допустим, он был обязательным У меня в этюдом. голове как есть, я слушаю. Не знаю. Обязательным этюдом был на третьем конкурсе Чайковского. Мгм. Велочек. Когда велочек была, да? Он играл там. Понятно, темп? Так что хорошо, если ты одну ноту только, и то с вибрацией немножко сделаешь. Понятно, да? Дальше поехали. А дальше я сначала. Чего? Дальше Нет. Мне сейчас не, ты сейчас уже Чайковского не этим летом для тебя взрослый конкурс, правильно? Да. Сейчас такой темп не нужен. Сдержанно, чтобы ты все успел понимать. Даже для того, чтобы вот, понимать тут по музыке какие-то вещи, да, не играй даже вот то, что написано по штрихам. Чтобы заниматься этим, ты продолжай играть сейчас вот в разные стороны, не дальше. Из того, что ты сейчас сыграл, какую ноту ты бы выделил? Мне нужна только одна. Из того, что я сыграл, помню. Ну да. А там Ну, басу, понятно, да, по музыке просто чисто. Ну понятно, Самое что... главное, Понятно, а? когда переход сюда, то есть. Пишем, да? Предложения нету. Дальше пишем опять тонику, да, который пришел. Мгм. Пишем. И дальше играем. Вот здесь я тебе подскажу. У тебя идет 4 ре, на которых меняется гармония. Потом идут 4 до диез. А, нет, Нет, там. до диез. Си диез, до диез, ну вокруг до диеза. Вот 4 ре, как это можно назвать, не знаешь? Когда гармония стоит на одном басу, в смысле, когда музыка стоит на одном басу одинаковом, а гармония меняется вокруг него. Как это называется, я точно не помню. Органный пункт. Да, на ре. Вот из этих органного пункта покажи первую нотку опять-таки. Напиши. Да, вот это место особенное в этом этюде, потому что здесь как бы он специально написал ее на 4 струнах двойными нотами, да? Там нюанс, напиши два форта, там штрих, напиши деташе, там напиши по капизанте, там напиши мене моста Так. Сейчас. и лузиганда льстива, да? Так, да, сейчас. Это шутка. Это шутка, Окей. это грустная шутка. Прям давай с этой шуткой. С фа диеза форта, си минора, с баса, Окей. сувета пена. Ай лын. Айлан. 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 Все-таки хочется короче как-то. Айван, может быть. Айлан. Айлан. Во, Айлан. Айлан. Айлан это по-нашему, по-английски, да. Айлан, да. Значит, смотри. Это квинту, который берешь. Во-первых, надо пальчиком поискать. Ты зря думаешь, что она коротенькая и быстрая, поэтому не слышишь, что она фальшивая.
Понятно, что квинта, она зависит от струн, да? Мгм. Какие струны сколько стоят, для чего как настроены. Это я тебе специально говорю. И второй еще момент хочу сказать. Мгм. Ты сейчас заиграл побыстрее, и как результат стало Фальшивее, да? пофальшивее. Вот. Вот когда ты сегодня начинал играть по моей просьбе совсем медленно, и вот так вот в разные стороны с остановкой на деше, очень чистенько стал играть. Потом разошелся, успокоился, перестал слушать, и уже оно стало фальшивее. Вот тебе половина работы над этим этюдом. Окей. По секрету между нами девочками скажу, что это даже не половина, а 80%. Потому что сам штрих, сам по себе штрих, он на самом деле здесь несложный. Для человека, который утром встал, вот до сколько просыпаешься. Ну, по-разному. Хороший ответ. Правильно, я бы сказал. А в среднем? Так, скажи мне по-другому. Значит, во сколько у тебя завтрак и во сколько начало занятий? Завтрак, получается. Будем отталкиваться от противного в кавычках, да, скажем так? Завтрак 8, уроки с 8:30. С 80. Как отнесутся к звукам виолончели твои сожители, начиная с 7 утра, допустим? Пойдут жаловаться. Напишут обращение в администрацию с просьбой удалить этого сумасшедшего. Нет, ну в принципе там... Нет, мы все как бы занимаемся и все слышим, что... До завтрака. Да, с 7 до 8 по расписанию будет. А, у вас даже это принято? Да. А допустим в 6, Если в 6, я как если они вокруг тебя, кто живут, да, Ага. в 6 утра услышат фальшивый арпеджио. Что им приснится, как ты думаешь? Допустим. Не знаю, они будут очень злы на меня и... Короче говоря, вот привычку бы такую иметь, чтобы с утра вот ты почистил зубы, да, и потом стал гаммой немножко заниматься. Гамма трезвучит даже не надо. Да, я думаю, вот этим. Ну, как бы я немного уже перехожу на то есть, да, Ты знаешь, чем отличаются исполнители от теоретиков? Теоретики думают, а наше дело делать. Мы делаем. Понимаешь, да? Не будь здесь заведующим отделом, я бы сказал, чем отличается виолончелист от скрипачей. Если у нас тема любимая здесь дебатируется. Ой, нет, Брон очень хорошо сказал недавно, говорит, Ну, виолончель, говорит, сложнее, чем скрипка, намного. Да. она больше и горит дольше. Да? Ну, и на ней- Горит. Нет, она не сложнее играть. Я говорю, благодарна ему. Ну, он, куда ему-то судить, конечно, он всю жизнь с Натальей Николаевной в соседних классах провел, так сказать, там много чего было. Так, разговор по поводу штриха. Мгм. Дедочку, Я пока разобрал. клади. Я к чему? У нас занятие гаммой включает обязательное занятие штрихами. Мгм. Существует табличка штрихов Ефимия Михайловича Генджина. Знакомая фамилия, Да, да? да. Вот. Могу представить ее интересующимся людям. Да, у нас вот педагог вот сидит уже с детской школы искусств. По электронной почте могу представить ее во всех подробностях записано. Короче, там есть одна группа штрихов, которая называется пиката. Да? Гамма у тебя какая сегодня с утра была? Сегодня, В мыслях, я бы сказал, в мыслях. Мгм. Ну, ты сказал, что думаешь, что это заняться, значит, у тебя гамма существует, но в мыслях пока, только мысленно. Не, ну я играю. А, играешь тоже. Ага, так. Ну, Тоже мажор. естественно. А давно это? Года 3 уже, наверное, уже мажор. Нет, ну, просто в этом году, ну то есть... Вчера ты не мажор говорил. Ну то есть, если сегодня я каприз играю, и поэтому я играл прям мажор. А, вот такая система, да? У меня соната не мажор. Вообще, пока так ведом мы идем, говорю, ну, хотя бы это играйте. Я бы с до струны начинал всегда. Да. Короче говоря, пожалуйста, в ре мажоре штрих с пиката. Первый вариант. Да. Да. Вопрос к тебе как к теоретическому методисту. Что у нас играет с пикатой? Это когда смычок отскакивает от стены. Падает Как и отскакивает. Да. Что у нас играет? Из чего состоит это движение? Руки в руке. Крестевое движение. А? Крестевое движение. И все. Пальцы. Вот это уже интереснее. И все. Сила руки там. Показываешь хорошо, как это называется.
Вот эта часть руки как называется? Плечо. Плечо у нас перемещает смычок вправо-влево. А. Плечо. Запястье или кисть у нас подкидывает смычок и бросает на струну вверх-вниз. Пальцы цепляют нотки в момент соприкосновения волоса со струной. Спикатор штрих сложный, потому что состоит из 3 частей. Понятно? Все они участвуют в этом. Вот у тебя насчет 3 частей сейчас не очень-то было. Да. Ты говоришь про запястье, я его почти что у тебя не видел. Да? Ты говоришь про пальцы, но я послышал другое качество звука, если бы он у тебя цеплялся в момент падения на струну. Пожалуйста, еще раз. Сегодня был разговор насчет четверти в гамме? Да, был. Темп по метрону. Помнишь циферку? То есть, да, Там. ну, то есть сначала там 4 четверти всего и там. Нет. Темп в гамме это четверть под метроном. Цифра. Вот евро сейчас сколько? Без понятия. Кругло. Я не слежу за валютой. Понятно. Вопрос на засыпку. Короче, 61-63 по метроному четверть. Да. Вот она. Пожалуйста, восьмушка спиката. Смотри на свою правую руку на запястье. Стоп. Вот к этому моменту она уже у тебя перестала работать запястьем. И спиката у тебя перестала просто падать на струне, а стала успевать немножко так вот мягко ебать. Падать, смычок бросается, Да. падает и отскакивает, падает и отскакивает. И это запястье делает. Еще раз. Да. Причем совершенно не обязательно это делать на высоту 4 сантиметра. В принципе, поближе к струне лучше. Смотри на правую ручку, чтобы работало запястье, работали пальцы. Да. Еще вопрос. Как у нас пальцы работают на смычке? Как работает? Да.